Приветствую вас, уважаемые телезрители. Вы смотрите еженедельное интервью с главой Ингушетии Юнусбеком Ангелевичем. Ассаламу алейкум, здравствуйте. Ну, во-первых, поздравляю вас с праздником Курбан-Байрам, мира, благополучия. Как проходит праздник в Ингушетии, что докладывают организаторы хаджа, как поживают наши земляки в святых местах? Спасибо, Баркал, я сказал, масни дал, вырба дал каблу долт, дал масни мяла долт, марка бачан дал марка каблу долт, хажал диачан, хажал дибагачан дал, хажал каблу долт, мерши цена сказал. В целом у нас все прошло организованно, в принципе здесь никогда проблем с этим не возникает, если не считать бесконтрольные там продажи там овец для именно жертвоприношения. Сколько там точек не создаешь, все равно некоторые пытаются там возле кладбищ, там, возле заборов кладбищ, в том числе находить место, там, чтобы продавать этих овец. Поэтому мы там некоторых оштрафовали, нам в этом году лучше порядок здесь был. Но тем не менее, все прошло в штатном режиме. На хаджи тоже там особых там нареканий нет. Единственное, там якобы мест не хватало в палатках. Ну, я думаю, что это текущие такие проблемы, они были, есть и будут всегда. В целом хадж в этом году идет организованно, и мы, так у нас паломники должны были вернуться, в целом самолет оттуда с Мекки должны были вылетать, джиды должны были вылетать где-то после 18-19 августа, чтобы столько времени задержать паломников. Мы решили перевести их в Медину, и оттуда они будут вылетать, и до 12 числа, кажется, крайний борт, который у нас до Лендали прилетят домой. Поэтому будем встречать наших паломников, да, алхажал палбуду, между прочим. Аминь. Ну, во-вторых, поздравляем вас и с началом нового учебного года, поскольку в вашей семье тоже есть школьники. Как и обещали ранее, в Ингушетии открыты новые школы, в том числе школа на 1500 ученических мест. Почтил нас своим присутствием и полномочный представитель президента ФСКФО Олег Белавинцев. О каких важных вопросах в сфере образования вы говорили, пользуясь случаем на встрече, и как оценил объект полпред? В целом объект хороший, но там определенное время нужно для того, чтобы довести до логического конца стадиона. И противопожарную технику, хотя она сегодня позволяет уже обучать там детей, школа позволяет. И мы ее торжественно сегодня открыли с Олегом Евгеньевичем. Это не просто школа, это определенный центр развития детей. Там на выходе многие дети будут получать уже профессии, и девочки, и мальчики. Почему? Потому что там созданы условия для шитья, для кройки, для приготовления, там, если там, например, кулинарные изделия девочки хотят для труда, там, для слесарных там, или других работ. То есть там дети будут выпускаться уже с каким-то уже, в том числе уже с профессией, не только образование получим, но и профессию получим. Это одно. И второе, конечно, там большое пространство и большое количество спортивных залов, там их до 4. И в том числе в школе будет секционное занятие после обеда, там несколько видов спорта. Я сегодня с удовольствием посмотрел, как занимаются детишки и спортивной гимнастикой. И там же будет и вольная борьба, и дзюдо, и другие виды спорта будут тоже. В том числе в одном из залов, в том числе, возможно, площадка для наших легкоатлетов. Поэтому школа должна получиться, она получилась хорошая, и это хорошее подспорье. О чем мы говорили с Олегом Евгеньевичем, ему большое спасибо, что он нашел время приехать на открытие столь важного объекта. Мне хочется сказать отдельное спасибо Ольге Юрьевне Голодец и Ольге Юрьевне Васильевой, министру образования, заместитель председателя правительства и министру образования, соответственно, за их личное участие именно в этих проектах по 1500 мест в школах, и за их личное участие на контроле, строительстве и реализации вот таких масштабных проектов. Я Олег Евгеньевич доложил, какие школы мы еще планируем до конца этого месяца, в начале следующего месяца, и какие школы планируются до конца года. То есть, где мы будем по трехсменке, где мы будем по двухсменке. То есть, вот эти планы я максимально нарисовал Олегу Евгеньевичу и обсудили вопросы по кадрам.
И сегодня, да, мы строим школы, строим садики, но у нас проблема с определенными профессиями в кадровой политике, в педагогике. И здесь не всегда молодежь хочет идти и брать эти профессии, осваивать. И основная причина – это, конечно, отсутствие большого или там, должного количества целевых мест в вузах страны. И второе – это заработная плата для молодых там, педагогов. Ну, здесь тоже мы это Олег Евгеньевич обсуждали и пришли к мнению, что, конечно, надо максимально все-таки уговаривать, подыскивать тех, кто пойдет по стопам уже других учителей и те, которые освоят те профессии, которые у нас сегодня дефициты в системе образования. Есть одно яркое событие, вот мы не успели на той неделе поговорить об этом, это ингушские игры традиционные. Мы прошли как раз на минувшей неделе, победители уже определены, и они будут представлять нашу республику в Осетии на фестивале культуры и спорта народов Кавказа. Как вам, в общем, праздник, насколько зрелищным он, на ваш взгляд, получился, и как вы оцениваете шансы наших ребят вот, на более таком крупном фестивале? Мы всегда стесняемся говорить о том, откуда что берется. Например, фестиваль народов Северного Кавказа, культуры и спорта народов Северного Кавказа, это как раз есть прототип ингушских игр, как кавказские игры. Хорошие ингушские игры, мы попытались туда вложить вот то древнее, там, забытое, хорошее, забытое, старое, да, подобрать вот те спортивные состязания, которые в те далекие времена наши предки вели, когда не было спортивных стадионов, залов и так далее. И мы это все внедрили, скомпоновали в ингушские игры. И после нашего обращения правительство Российской Федерации там, и пошло на встречу на то, чтобы в округе сделать вот так называемые кавказские игры, которые трансформировалось именно. Ну, я считаю, что тоже ничего плохого здесь нет. Это правильно, как фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. Почему? Потому что мы решили расширить спортивную тематику. И если мы сегодня смотрим, то помимо спорта очень хорошая такая культурная программа, досуговая программа. И она позволяет более шире смотреть за нашими обычаями, традициями и культурой, и спортом в том числе. Поэтому это хороший проект. Я надеюсь, что наши ребята выйдут в какие-то призовые места, если не первые, то вторые, третьи там, или четвертые. Ну уж точно не последние. Надеюсь на это. И надеюсь, что тренеры подготовят сборную республики с каким-то таким серьезным подходом. На этой неделе вы провели очередной прием граждан, личный прием. И в этот раз речь шла об открытии в Ингушетии новых производств, а также об открытии новой профильной гимназии для одаренных детей. Вот интересно, конечно, знать, о каких новых производствах идет речь, чего, может быть, нет на Кавказе. И что касается новой профильной гимназии, чем она будет отличаться от тех инновационных учебных заведений в Ингушетии, которые уже есть, функционируют и зарекомендовали себя? Ну, первое, это два проекта, которые люди предлагают там, реализовать на территории республики. Это определенные строительные материалы, которых нет в республике, которые мы завозим для том, что строительство жилых, там, нежилых помещений. И надеюсь, что они там обещания выполнят им и условия договоров там, по инвестиционным вложениям в республике исполнят. Это как бы первое. И второе направление, если брать в целом, мы по-разному подходим к реализации ряда проектов, вот, например, по импортозамещению там, или обеспечению 100% или 60% или 80% своей продукции. Ну, по-разному к этому подходим. И когда мы говорим вот какой-то такой серьезный проект, который может заместить определенный процент там, завоза, не только импортного, но и завоза соседних регионов, конечно, мы такие проекты вынуждены поддерживать и поддержим. Сегодня мы с Олегом Евгеньевичем были на довольно серьезной площадке строить инвестиционный проект Багаудин-Тахвильгов. Где-то в марте следующего года этот проект будет готов, а в комплексе он будет готов к середине лета следующего года. Это порядка 40 тысяч квадратных метров. И этот проект позволит ему, там, ну, наверное, 80% охватить сектор строительного материала для наших строителей, для всех остальных.
Поэтому здесь тоже вопрос, насколько люди из там небольшого вложения могут потом вырасти. Насколько они освоят те средства, которые сегодня есть. Посмотрим, увидим на выходе. Я надеюсь, что все-таки те органы муниципальных властей, которые, на территории которых это все создается, Агентство инвестиционной привлекательности, в целом Министерство экономики, правительство, они добьются, конечно, реализации этих проектов. А вот профильная гимназия? Ну, по гимназии здесь я дал поручение проверить, изучить, посмотрим, что из этого получится. Но мы планируем не только профильную гимназию для одаренных детей, а вообще есть план одну из школ сделать для одаренных детей. Посмотрим, что у парня получится. Это я дал поручение проверить, изучить, посмотреть. И на выходе посмотрим. Халмурзиевы выступали, и другие наши ребята. Как вы оцениваете? Вот сейчас в социальных сетях иногда так пишут, что все-таки где-то ингушские спортсмены начали расслабляться. Вам как кажется, как вы оцениваете их настроение? Я так не говорил. Почему? Потому что если брать братьев Халмурзиевых, Магушкова, Мусу, Аздоева, это не расслабуха, это довольно сильнейшая ответственность. И наши ребята до этого, Хасан и Хусен, все выигрывали подряд. А здесь они вышли на уровень чемпионата мира. Мне кажется, здесь больше не расслабленность, а кажется, больше отсутствие опыта вот таких. Хотя Хасан там выступал на Олимпиаде, выиграл олимпийскую медаль, но все равно надо еще пройти вот эти этапы там, именно становлением в чемпионатах Европы, мира. И Хасан стал бронзовым призером чемпионата мира. Я считаю, что это нормальная награда, хорошая награда, хотя, конечно, мы претендовали на как минимум на победу, на золотую медаль. Но ставки делали и на Мусу Магушкову, и на Хусена. Но так сложилось, и это спорт, это чемпионат мира. Было бы странно, если бы на чемпионате мира так легко, тем более по дзюдо, побеждали бы. Нам было бы тогда в этом случае скучно, поэтому я в этом вопросе очень серьезно поддерживаю наших ребят и уверен, что они руки не опустят, и это будет определенным уроком, и они будут дальше готовиться к тем турнирам по дзюдо, которые есть. Да, мы более чем гордились и гордимся тем, что сразу 4 наших земляка попало в сборную страны, и еще один там в сборную трудится 5 человек на чемпионате мира. Ну, на выходе получилось, пока я не знаю, что там по Аздоеву, но на выходе получилось, что одна бронзовая медаль, да? Ну, процентом соотношения, может, не так, как нас устраивает, но еще раз подчеркиваю, не дает нам право довольно там серьезно критиковать наших спортсменов, наоборот, их надо поддерживать, и не дает нам права отчаиваться. Почему? Потому что наши ребята молодые, у них хороший потенциал, тем более такая хорошая смена и растет с юниоров. Поэтому я прошу не критиковать, не говорить, что расслабились, а наоборот, давайте поддержим наших дзюдоистов и других спортсменов, да, и пожелаем им скорейшего выхода из того состояния, что они сейчас находятся, в таком проигравшем состоянии, и приступить к тренировкам и более усиленно заниматься и добиваться побед. Также на этой неделе вы встречались с начальником Академии ФСИН Александром Крымовым. Он сообщил вам о том, что Академия учредила медаль памяти их выпускника, Героя России Ахмеда Катиева. А вы поддержали эту идею. После этого направились в Малгобек, где состоялось открытие бюста Героя России в городском парке. Я знаю, что вы не просто были знакомы с Ахмедом Катиевым, вы были дружны. Вот как можно было бы охарактеризовать личность этого человека двумя словами, и как прошла церемония открытия бюста? Да, пришел Ахмеда, дал маршал. Катиев Ахмед был настоящий патриот. Он был фанат своего дела, своей работы. Если брать там по-старому милиции, он очень любил службу в милиции и гордился тем, что он служит в милиции, работает в милиции. И, конечно, он был более чем мягкий в отношениях человека. И никогда не скажешь, что он на каких-то задачах может быть жестким или даже иногда жестоким. Но Ахмед был таким. Он был настоящий друг, настоящий товарищ, настоящий помощник. Никогда не обижался, даже тогда, когда его там критикуешь или ругаешь по каким-то вопросам. Но и еще одна черта, он никогда не боялся идти в люди. То ли это члены бандподполья, то ли какой-то там митинг, то ли еще там настроение людей не настроение. Он всегда шел в люди.
И стоял, и там с ними разговаривал, общался, добивался там позитивного решения, положительного решения любого там сложного вопроса. Вот такой был Ахмед, и самое главное, как я говорю, ну, он был настоящий патриот. Мы установили с Сан Санычем Крымовым, начальником Академии ФСИН, бюст Ахмеда в Малгобеке. Очень красивый, хороший памятник получился. Я думаю, что это тоже будет примером для многой нашей молодежи. Ну и плюс нам надо гордиться тем, что в Академии ФСИН России, ведущей академии в Рязани, единственный выпускник из этой академии среди тысяч Герой России первый, это вот Ахмед Катиев. Вот нам надо гордиться, и там мы открыли хороший музей имени Ахмеда, и тоже бюст открыли там. И начальник академии, как настоящий патриот, настоящий генерал, следит за этим состоянием. И учрежденная и медаль имени Ахмеда Катиева, которая будет награждаться в том числе отличники, и переходящий бюст и вымпел лучшей группе там по обучению. Вот это дорогого стоит, и благодаря вот именно Александру Александровичу Крымову нам удается вот такую память нашего там земляка распространять на всю страну. Вот раз мы географически перешли к Малгобеку, вспомнилась еще одна тема, которая сейчас активно обсуждается и набирает обороты. Это вот свадебные кортежи, о которых в том числе вы говорили на этой неделе. И вы напомнили, что в прошлом году было принято решение о том, что свадебный кортеж не должен состоять там больше из 3 машин. И вот недавнюю вашу поездку в Малгобек и Малгобекский район вы как раз-таки сами стали свидетелем того, насколько эти кортежи превратились в караваны. Также вы отметили, что кортежи должны сопровождать или участковый, или же зам главы местной администрации. Но вот как вам кажется, как скоро мы сможем прийти к такому порядку? Ну, во-первых, многие пришли уже порядку и ответственно к этому относятся, боятся и за себя, и за других жизней, других людей. Во-вторых, здесь нет никакого такого трагического, я излишне обращаю на это внимание. И завтра в том, что органы правопорядка будут работать, и нет такого там принудительного, то есть я приказывать не могу МВД вот так делать, и участковый. Это есть мои рекомендации. И главе села, и участковым, там, где они чувствуют риск, лучше сесть самим, там, довести, приехать там и поучаствовать в жизни, вот, в свадьбе этих молодых людей. Но я думаю, что до этого там особо не дойдет, это потихоньку там пару раз выпустят, и более жестко начнут и сотрудники полиции в этом направлении работать, и общественность. Я думаю, что это тоже такое пиковая ситуация, когда кто-то пытается через свадьбу реализовать свои определенные, там, не совсем хорошие амбиции. Вот много спортивных мероприятий, и вообще очень много говорили на этой неделе о спорте, в том числе о развитии парашютного спорта в Ингушетии. Я знаю, что тут проводились совещания. Мы понимаем, что тут есть успехи у наших ингушских парашютистов, но если мы говорим об их судьбе в таком серьезном формате, плюс, учитывая вашу встречу в четверг с руководителем администрационной комплекса Владимиром Акуловым, наверное, этих успехов мало, и нам хочется больше, и для этого нужно как-то развивать этот спорт. В чем вы видите главные недостатки на сегодня, и где нужно вот помогать ребятам, поддержать их, направлять? Ну, я не буду говорить про недостатки, там есть президент федерации, пусть он расскажет все про парашютным спортом. Надо просто сейчас создать быстрый летный отряд, создать, закрепить команду и создать элементарные условия для прыжков, для сборов нашей парашютной команды. Та группа лиц, которая приехала, с которой мы обсудили эти вопросы, они уехали, проведя разведку до разведку местности, где мы можем создать площадку, где будет развернут аэроклуб и площадка приземления, чтобы не было травматических ситуаций с парашютистами. Ну, посмотрим в ближайшее время, там я сроки поставил, я думаю, что в любом случае парашютная команда у нас есть, самолет свой уже есть, аэроклуб там уже, можно говорить, что сегодня уже фактически есть. А кто будет над этим стоять, мы уже дальше посмотрим. Через месяц стартует осенняя призывная кампания, и вот обсуждая этот вопрос, вы выразили свое недовольство работой военкомата именно вот в плане подготовки кадров для службы по контракту. Потому что мы готовим в основном водителей, а вы отметили, что мы можем готовить и других специалистов. Вот интересно, на какой базе, есть ли у нас достаточно ресурсов, если учитывать, что последние годы мы делали акцент как раз на то, чтобы ребята учились именно по средним специальностям. Есть понятие допризывная подготовка, там нету, кроме как водителей, там, аккумуляторщиков, чтобы там учили там, войсковым специализациям, там, разведчик, старший разведчик, снайпер и так далее.
Поэтому здесь в любом случае эти профессии надо будет осваивать уже непосредственно на службе. А здесь мной военкому дано поручение и ему, и Совету Безопасности о том, что надо более принципиально подходить к отбору людей для службы в армии, для учебы в военных училищах. И не надо делать так, чтобы уговаривать людей, популяризацию этих видов служб каких-то делать там. И максимально сделать так, чтобы вот мы по нашей просьбе еще 100 человек нам дали призыв на это, до конца этой осени. Побольше, больше людей втягивать в контрактную службу, чтобы люди себе находили стабильные рабочие места, жилье, ну и так далее. Ну и вот юноармейские патриотические комнаты будут открыты на базе 6 ингушских школ. Об этом стало известно тоже на этой неделе. Вопрос, по какому принципу отбирают детей вот в этот проект? Ну, там есть свой принцип. И, конечно, это патриотически настроенные, грамотные, толковые дети, которые будут являться для всех других примером. Поэтому эти школы будут открыты не только в 6, а, наверное, во всех школах. И мы сделаем так, чтобы за каждой группой юноармейской, это там человек 20, 30, 40 будет, там до 40, за каждой группой будет закреплено конкретное министерство и ведомство, которое будет этих юноармейцев вести. И каким-то образом делать тоже популяризацию вот этих защитников, профессий защитников Отечества, которые могли бы идти на службу, зарабатывать хорошие деньги, там, получать жилье, там, жениться, обустраиваться. Такую создать систему, чтобы это было именно росло вот целая когорта вот юноармейцев, которые будут завтра там, патриотами нашей великой страны. Ну что ж, мы вас благодарим за интервью. Спасибо, Баркун Пиаресов.